Начинайте. Есть. 13 февраля в городе Нерюнгри состоялись соревнования по военно-спортивному комплексу «Юный динамовец», посвященные столетию создания общества «Динамо». В этих соревнованиях приняло участие 7 команд с различных образовательных организаций. Команду города Якутска «Юный динамовец» представляла сборная команда. Это школа номер 30 города Якутска, военно-спортивный клуб «Соколы». И также ученики со второй школы военно-патриотического клуба «Албан». Капитаном команды был Семенов Михаил. То есть такая командная работа в команде. 15 февраля в городе Алдане в спорткомплексе «Локомотив» прошел военно-спортивный комплекс «Юный динамовец», посвященный столетию «Динамо», где приняло участие 13 команд с военно-патриотических и военно-спортивных клубов города Алдана и Алданского района. В этом мероприятии также приняла сборная команда города Якутска «Юный динамовец». Команды были подготовлены. Видно, что руководители с ними занимаются. У детей форма военная, строевая подготовка, выправка. Все это было заметно, что действительно руководители работают с детьми. Борьба была очень напряженная. Все стремились показать наилучший результат. Сборная команда «Юный динамовец» в упорной борьбе заняла первое место. С чем и поздравляем. Шелленбергер. Занимаюсь в молодой Якутии уже год. Чем занимаешься, да? Олег Сергеевич, вице-эфрейтор. Чуть погромче можно? Андердонцев Олег Сергеевич, вице-эфрейтор. В кадете уже 1,5 года. Нравится коллектив, все мне нравится и очень высоко кормят. Хорошо. Какой Никита Александрович, кадет. Хожу в военно-патриотический клуб. Очень нравится. Желаю всем пойти туда. Я вице-сержант Пазникова Анна Алексеевна. Уже 3-й год занимаюсь. Я молодая. Ребята, а как вам мероприятия такие? Вы как часто участвуете в военно-спортивных мероприятиях? Стараемся как можно чаще, потому что как приходит положение на соревнования какие-либо, и мы сразу готовимся и выезжаем на любые соревнования, которые нам предлагают. Угу. Спортом каким занимаетесь еще помимо физкультуры, уроков физкультуры? Хоккей даже? Ух ты! Боевые искусства. Боевые искусства любишь? Да. Ну, теперь я вас так немножечко сниму. Ну, прямо так это. А ты чем занимаешься? Я еще волейбол. Любишь волейбол? Ну, молодец, хорошо. А как долго вы занимаетесь в этом военно-спортивном клубе в своем? Я полгода. Полгода где-то, да? Ага, хорошо. Год занимаешься, да? Ясненько все. Так, и, ребята, хотелось бы может быть, что-то пожелать для тех ребят, которые у нас, скажем так, помладше вас будут, которые, может быть, еще пока не знают, что это такое, и, может быть, какой-то совет дать, чтобы вступали в наши ряды. Да. Здесь им нужна будет спортивная подготовка. Это как-никак в жизни она поможет. Также иметь сборку-разборку автомата, получается, о России, знать историю, тоже рассказывают, знать виды автоматов, любого оружия, получается, полевые выходы, как работать в командном составе, подразделении. И все это здесь обучают, и, в принципе, каждому человеку это нужно, и обучают и в армии, и здесь идет как подготовка перед армией, а для девочек это для любителей. Кто хочет, тот занимается. Молодец, хорошо. Да, и, в принципе, в кадетке можно найти много людей, общения. Я ходил неделю, я со всеми начал общаться, общался, у меня все хорошо. Друзья появляются, да? Да, То есть и уверенность. И уверенность. Да. Ты молодец. Я желаю, чтобы больше людей к нам приходили, больше занимались, больше познавали. Они поймут у нас многое, и мы поймем. Мы
тоже приходили, думали, что это, волна волной. А оказалось, что наоборот. Коллектив хороший, дружба. И больше таких мероприятий. Военно-спортивный, да, вот имеете в виду? Хорошо. А что? Что за вопрос был? Ну, что можешь пожелать там, может быть, девчонкам? У нас девчонок же мало, получается, в клубах занимается, в основном парни. Как написано на нашем знамени, никогда не сдавайся, и ты увидишь, как сдаются другие. Поэтому я желаю вам, чтобы вы никогда не сдавались, чтобы вы вырабатывали в себе упорство, которое есть во всех патриотах страны. Смотри, какие слова. А у вас есть это знамя? Посмотрите, вот, да? Есть, но оно вот Москву, к сожалению. Еще раз можно эти слова сказать? Эти слова еще раз. Никогда не сдавайся, и ты увидишь, как сдаются другие. Отлично. Молодцы. Так, ребята, здравствуйте. Так, вы у нас кто будете, откуда? Мужество, школа номер 5, поселок Ленинский. Еще раз можно? Клуб мужества, школа номер 5, поселок Ленинский. Поселок Ленинский, очень приятно. Так, вы в таких мероприятиях как часто участвуете? Военно-спортивных? Вообще военно-спортивных постоянно, а именно в «Динамо» второй раз. Нравится? Вроде интересно. Ясненько все. Но чем-то занимаетесь, какими-то видами спорта? Качалочка жесткая. Так, для себя. Волейбол. Молодцы. Ну, спорт любите, да, вообще? А куда-то выезжали, вот, допустим, за пределы? В Якутск. В Якутске были, да? Да. А там что за соревнования были? Тоже военно-спортивные, первое место взяли. Это по какому? По всему. По всему, да. А это когда было и какие соревнования были? В сентябре спартакиада. Это на Зеленом лугу, да, проводились? С казаками, да? Да. О, молодцы, вон что. Хорошо, хорошо. Так, а ребятам, допустим, вот кто у нас, ну, помладшие классы, да, вот, что бы вы хотели передать, пожелать там? Занимайтесь спортом, не забрасывайте. Не пейте, не курите, да, самое главное. Будьте здоровы. Позовут на какие-то военные мероприятия, идите, там весело, а вас еще и накормят. Ну, это не точно. Но гречку дадут. Ясненько. Ну все, хорошо. Всем удачи, всем здоровья. Это сегодня были мы. Ребята, добрый день. Так, сегодня мы находимся в городе Алдан на соревнованиях по военно-спортивным видам спорта. Вот, хотелось спросить, вы здесь принимаете участие впервые или уже были? До этого мы принимали нашей сборной участие в городе Нерюнгри. Там проводились различные соревнования. Именно это сборка, разборка оружия, одевание химической защиты, костюма химической защиты L1, пулевая стрельба лазерным пистолетом. Специально, так скажем, у нас эстафета — это броски в корзину, посвященная столетию Динамо сообщества. А бросков сколько нужно туда было забить? 100 бросков, как посвященная столетию Динамо. Ага, 100 бросков, то есть в честь столетия Динамо, значит, да? Хорошо. Кроссфит, 100 бёрпи, тоже в честь столетия Динамо. Да, хорошо. Как вам вообще вот это вот мероприятие? Понравилось, не понравилось? Вообще вот Да, какие впечатления? Впечатления самые яркие, мероприятие подготовлено, как бы Организовано? Организовано, да, ребята не толкаются, все как бы разбирается, делается, ничего на месте не стоит. Это все. Хорошо. Так, Леня, что можешь добавить? Я думаю, эти занятия, вот все, которые проводят эти соревнования, они очень, можно сказать, нужны сейчас молодому поколению. Они воспитывают, получается, в себе характер, получается, дерзность, получается, свое воспитание, дисциплина. Ну все, молодцы, спасибо, ребята, вам удачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Начальник штаба юнармии, зам-атамана Исаул Каргин, Алданское станичное казачье общество. У вас, получается, две команды, да, занимаются? Или сколько у вас вообще вот? Вы имеете в виду на этих соревнованиях? Да, на этих соревнованиях, вот, да, вот. На данных соревнованиях пришли 3 команды. 2 юноармейские, 1 лицейская. Ага, хорошо. Детей вообще много занимается? Вот? Вы знаете, раньше занималось много, где-то около 100 человек. Сейчас на данный момент, вот именно в Алданском, вот именно в районном отделении, ну, непосредственно осталось 27 из 100.
А с чем это связано? Ну, идет не отток, то есть пошел отток большой вот во время ковида. То есть, Вот. Ну и сейчас как бы вот на этой почве пытаемся наверстать, встать. Но дети вообще, вот я вот смотрю, они, в принципе, и с удовольствием занимаются, вот, участвуют в соревнованиях вот в таких вот, как бы им нравится. Дети идут, да, с удовольствием, но очень тяжело детей поднять. Поднять именно, вернуть их, например, в те же самые юноармейские отряды вернуть, потому что, вот, например, я сейчас работаю в лицее, и очень тяжело, то есть дети хорошие, дети нормальные, но дети больше домашние, им больше нравится сидеть дома, то есть школа, дом, диван, телефон и все. То есть эта проблема у нас получается у всех. У всех одна. Вот. А так вот какими видами дисциплин занимаетесь вот с ребятами? Чем Нет, там? мы непосредственно, ну в основном такие военизированные, ну плюс рукопашка, строевая идет, ну и стандартная, то есть огневая подготовка, тактическая подготовка. Все, и там по истории там идет. То есть истории тоже это самое. Молодцы какие. То есть, например, как Дни воинской славы, то есть сейчас очень такие замечательные есть такие как журналы, книги, то есть и сразу прям идут и по ним отслеживаешь. Хорошо. А вот какие-то мероприятия там соревновать между собой здесь вот в Алдане? Проводим. Вот в этом году прямо вот на 22 февраля будет, мы впервые попробуем сделать именно полевые зимние сборы. На базе технику мы делаем 8 юноармейских отрядов, 80 человек. То есть это получается как казарменное положение. Ну, так посмотрим, что это. Мы давно выходим с такими предложениями на образование. Образование нас не слышит. Почему? Потому что это все затраты, это все, как не сказать, что лишние проблемы, но, в общем, это все труд. Трудиться не хотел. Ну, труд у нас получается все равно, да, проблемы одни и те же получается, вот что, Везде, все да, одни и те же что у нас, проблемы. что здесь это самое, это у нас. Нехватка мужчин идет в школе, потом, например, учителей загоняют в жесткие, например, рамки, вот именно, то есть, например, предметников, там, да, все, предметника, для него главное свои предметы отвести и все. Соответственно, для детей то же самое, как бы вот так. А время вот именно на кружки, на секции, на занятия находят единицу, находят именно те, которые либо увлечены, либо втянуты, либо которых родители туда направляют, прям чуть ли не силком. Потом они втягиваются, они работают, они все. Но на начальном этапе их надо туда толкать, надо вводить за руку, только тогда будет толк, а так нет. То есть тоже получается в основном как бы руководствуетесь энтузиазмом, да? В основном на энтузиазме. Ну, у нас в Алдане именно вот был военный комиссар Бабич Олег Валерьевич. Он в свое время, будучи депутатом, выбил ставки. То есть вот для казаков были ставки. Было, по-моему, 5 или 6 ставок, ну, осталось 1,5 ставки. Все остальное потом вот так вот рассосалось опять в неизвестность, в неведении.